Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа News on Air. С вами я, Мария Кардашевская. Ну что, давайте начнем. 1 июня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. В честь этого события по всей республике проводятся развлекательные мероприятия и не только. А вот в Устнерском доме культуры для ребят практически каждый день праздник, ведь на сцене они могут фантазировать, радоваться и даже спорить. Словом, живут жизнью своего героя. А какую вы хотите увидеть тайну? Так я вам сразу и сказал. Тайну можно доверять только... Устнерскому народному театру при Доме культуры «Металлург» уже более полвека. Здесь играют самодеятельные артисты, работники разных профессий, от управленца до уборщицы. Иногда в массовке можно увидеть подростков. Но спектакль «Охота на дракона» по одноименной пьесе Валентина Красногорова – это своего рода проба постановки полноценного детского спектакля. Здесь главные актеры – дети. Я играла роль Лёльки. У меня было очень много слов, но надо было просто учить, много репетиций было. С большим текстом я первый раз выступаю. Раньше были маленькие спектакли, но теперь очень большой. Я очень волновалась. А зачем ждать следующего лета? Спектакль о том, как группа ребят, отдыхающих летом на даче, решают поймать в местном озере дракона, подобного лохнесскому чудовищу. И, столкнувшись с браконьерами, не отступают и побеждают зло. Старшего из ребят, Валерку, играет восьмиклассник Володя Берулава. Роль ему нравится. Ну, я играл роль Валерки, так, можно сказать, главного героя Вруна. Так, больше сочиняет он там, все такое. А в жизни ты врешь? В жизни нет. Ну, бывают моменты, да. Так, не сильно. Тебе комфортно было на сцене с ребятами? Ну да, все так было классно, клево, так. Ну как, много буря эмоций было. Ну, тут как время лишнее, как проводишь здесь. Тренируешься, там, репетиции всякие проходят. Прикольно. Наталья Болотова играет в театре 3 года и может по достоинству оценить игру юных артистов. Ну, довольно-таки легко. Ребята молодцы. Вначале, конечно, они несерьезно отнеслись, но затем они взяли себя в руки, выучили текст и, в принципе, молодцы, справлялись и с ролью, и с интонацией, и с жестами, ну и со всеми действиями. Я думаю, они справились хорошо. Смена растет нам настоящее, поэтому я не переживаю за наш народный театр. С премьерой вас, ребята! Новых спектаклей, новых ролей. И пусть зрительный зал будет полон. Очень понравился сегодняшний спектакль. Прям с удовольствием посмотрела, как играют детки. У нас растет поколение, которое будет, мы надеемся, будут играть на больших сценах нашей страны. А откуда она у тебя? Нашла на том месте, где ты наш плод сжег. Видно, очень торопился. А между тем в Республиканском комплексном центре социального обслуживания завершился цикл добрых курсов. Что это за курсы, узнавал наш корреспондент. Значит, по милосердию, по добрению. Денис старается посещать тренировочную квартиру раз в месяц, ведь здесь он не только общается со своими друзьями, но и узнает много чего нового. А сегодня какую тему здесь вы обсуждали? О чем вы говорили? О доброте думали. Что когда доброта сильнее зла в конце. Потом у каждого такая частичка силы есть. А такие курсы нужно проводить для вас или нет? Мне здесь нравятся такие курсы, я здесь общаюсь с друзьями, и мне здесь нравится. По словам педагогов, которые работают с людьми с нарушением ментального здоровья, такие ребята нуждаются в досуге, а их в столице можно посчитать на пальцах, поэтому эти курсы они стараются не пропускать. Работать с ребятами бывает по-разному, иногда бывает сложно, иногда бывает легко. Такие ребята тоже нуждаются в досуге, им все интересно. Ребята посещают наше отделение с утра до вечера, это дневная занятость. Тем самым они организовывают свой досуг, учатся вести хозяйство и помогать своим близким.
Занятия здесь проводятся целый день. То есть с утра до вечера они общаются между собой, играют, а также получают новые знания. Я в прошлом году здесь ходила уже. Я умею готовить, стирать, гладить, убираться. Действительно, благодаря этим курсам и занятиям молодые ребята учатся многому. И самое главное, они становятся помощниками для своих родных и близких. На сегодня ребята с ментальной инвалидностью очень нуждаются в подобных учреждениях и организациях, так как когда они заканчивают школу, они практически теряются для общества и живут в своем замкнутом кругу в семье. И им зачастую не хватает общения, не хватает социализации, не хватает навыков поведения в обществе и реализации собственных планов. Так как у многих ребят разная степень сохраненности интеллекта, да, и многие хотят работать, многие хотят реализовать себя в обществе. И именно здесь они получают такой шанс. Мы не должны забывать о таких людях, чьи возможности ограничены диагнозом. Ведь в первую очередь это люди, такие же, как и мы, и они хотят радоваться новому дню, событиям и жить, как все. Дмитрий Тымыров, Виктор Дичковский, Якутск. Тем временем на Табагинском мысе состоялся слет для представителей сферы туризма и гостеприимства Якутии. На него прибыли из разных уголков республики более 100 человек. Для них организаторы подготовили различные мастер-классы, как развлекательные, так и образовательные. Например, мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, зумбо-фитнесу, подаче заявок на грант в сфере туризма и рисованию на холсте. Также участников разделили на команды по цветам и устроили соревнования по готовке блюд на костре, сбору-разбору палатки, стрельбе из пневматики. Турслет направлен на обмен опытом и установление партнерских связей между представителями туриндустрии. Мы приехали, я команда из 5 человек. И очень рады, что мы оказались здесь, потому что я считаю, что это очень важно развивать именно общение в сфере. И что это будет очень полезным познакомиться друг с другом и обменяться опытом. Мне здесь очень понравилось в программе, что помимо официальной части, здесь будут и спортивные соревнования, которые сплачивают и объединяют людей с разных улусов. Кстати, о туризме. Оказывается, россияне, выбирая из регионов страны, предпочли бы отдых в Крыму, на Байкале и на Алтае. Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Россияне рассказали, в каких регионах страны они предпочли бы отдыхать, если бы у них были необходимые средства и время. И самым популярным ответом оказался Крым – 22%. Ну а Байкал и Алтай набрали по 14%. А вот наш следующий герой любит отдыхать в своем родном городе. Подняться в небо и увидеть землю с высоты птичьего полета для него не просто детская мечта. Знакомьтесь, глава города Томмот Александр Самарский. Александр Самарский – профессиональный военный, спасатель. Полюбил небо, еще учась в военном училище, когда прыгал с парашютом. В 2008 году приобрел ранцевый летательный аппарат, научился им управлять и с тех пор, как только выдается хорошая погода и свободное время, любуется родным городом с высоты птичьего полета. Во-первых, разрядку отлично дает, психологическую разрядку. Во-вторых, это все равно всегда требует такой концентрации, да, тренинг, вид спорта такой. Ну и это вот ощущение свободы, ощущение полета, адреналин, такой здоровый, чистый адреналин. Не только ради удовольствия. У Александра есть и спортивные достижения. 2 раза участвовал в соревнованиях в Иркутске и оба раза занимал призовые места. Главное условие для полетов – относительно безветренная погода. Топлива хватает на 2,5 часа полета, и за это время можно обследовать не только близлежащие окрестности. Можно, конечно, полететь куда-нибудь порыбачить. Там можно зимней рыбалкой заняться. Там на них есть лыжи, цепляются. Можно, конечно, там до 20 градусов, если нормальная амуниция. Можно спокойно летать. И зимой еще и лучше. Своим хобби Александр увлек и друга. Теперь они часто летают вместе. Однажды закончилось топливо и пришлось садиться с заглушенным мотором, рассказывает Иван. Острых ощущений хватает, и в этом тоже свой кайф, считают экстремалы. Конечно, переживаю, как любая женщина, переживаю. Но уже смирилась, потому что лишить человека неба –
лишить человека себя. Поэтому я считаю, что, как любая супруга, должна быть просто рядом присутствовать. Супруга увлечение мужа не просто поддерживает, но иногда даже и летает с ним. Недавно Александр приобрел для семьи двухместный мотопаралет. И во время съемок на предложение полетать мы тоже с удовольствием согласились. И только в воздухе ощущаешь, насколько это увлекательный и завораживающий вид спорта. При этом умение балансировать, правильно рассчитать высоту полета, место посадки – все это требует у пилота опыта и сноровки. Это был первый опыт полета на открытом таком летательном аппарате, но мне как-то совершенно не было страшно, наверное, потому что пилот опытный, за Александром Сергеевичем как за каменной стеной. Во! У каждого помимо работы должно быть увлечение. И желательно на всю жизнь, считают наши герои. Тут я смотрю в Иркутске, там летают дедушки уже вот, по 78, по 82 года с бабушками, да, бабушка там где-то чай варит, винт прикручивает, да, вот этот они все вместе. Хочу также потом в глубокой старости, чтобы мы с супругой летали. А пока полетами на мотопаралете тамодские спортсмены-экстремалы увлекают других и подают пример, как можно активно отдыхать, добавив в жизнь новых ощущений и адреналина. Туяра Филиппова, Ринат Нахиев, Таммод, Алданский район. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале Якутия-24 и будьте в курсе всех событий. С вами была Мария Кардашевская. Увидимся в эфире.